Привет, друзья! Меня зовут Вика, и после долгой паузы на YouTube я возвращаюсь. Ей! Сегодня у меня новый герой, вот как раз сейчас я собираюсь на встречу с ней. Знакомьтесь, Оля Ли. Привет, привет! Оля вместе со своим супругом Вай основали компанию по производству мебели и предметов интерьера Вилли Вуд. Ребята подходят к делу очень серьезно. Среди их проектов 7 кофеен Double B, с десяток ресторанов на Патриках и множество довольных частных клиентов. Вилли Вуд существует 3 года, и в команде пока 6 человек. Мне стало безумно интересно узнать ее историю, и мы договорились встретиться. Сейчас все покажу и расскажу. Да, я сама после Нового года была там только один раз. Сейчас проведу вам экскурсию, сама вспомню, чем я занимаюсь. Заезжаем в промзону. Это, кстати говоря, бывший мебельно-деревообрабатывающий комбинат. Ух ты! То есть ему, если не хочу соврать, больше 100 лет. Вау! Сейчас территория принадлежит Дерипаске. Но я думаю, что не надо даже объяснять, кто это. Наш олигарх. Я не думаю, что он как-то собственноручно занимается развитием его. Просто раньше завод функционировал, но, к сожалению, многие предприятия уже теряют актуальность. Вот конкретно в нашем здании раньше собирались двери и окна. То есть это вот целое такое вот огромное пространство, 4-этажное, где работало очень много народу. Вы хорошо попали сюда. Мы, да, как-то в тему, потому что когда выбирали себе помещение, оно прям соответственно, прям был дух и запах дерева, вот, что нам очень понравилось. Вот, поэтому давай я тебе сейчас проведу, покажу всю эту эстетику индустриальную. The kid, the junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her to the up door. Просто нам очертили наши 500 квадратов, сказали: ребят, вот вы здесь, как-то вот закрываетесь. Поэтому мы выстроили стену. Из этих 3000 квадратов заняли вот свои 500. Ага, так. Идем к вашим Да, мы идем 500-кам. Идем к нашим 500-кам. Вот это все сокровище местного завода. Ага. Вот. Давай, пока мы не зашли внутрь, я тебе покажу. Давай. Погрузочный цех. Здесь все серьезно. Вау! Вот оно, ваше дерево, да? Да, это наши бревна, Круто. которым больше 150 лет. Офигеть. Мы их распускаем на доски. Слушай, Оля, у меня сразу такой вопрос. Где вы берете их? Вот где? На самом деле мы обратились к одним людям в Астраханской области, они нам разобрали целую деревню, которая уже не жилая, и мы хотели, на самом деле, доски, там какие-то интересные, знаешь, оконные вот такие вот проемы, да, резные, но почему-то они нам разобрали просто целые дома и привезли вот эти вот бревна. Поскольку их возраст больше 100 лет, они уже выдержаны, они уже сухие, и там очень крутая фактура. То есть ты можешь их распустить на доски и сделать, я не знаю, там новый ресторан построить, например. Вот, пока вот это богатство тут у нас лежит. Слушай, круто. А что это? Это что за порода? Это ясень. Он обработанный Уже. морилкой, да. То есть это уже заготовка, да? Это будущий стол? даже, знаешь, не то чтобы заготовка, это что-то, что будет перерабатываться, и что-то будет из него другое делаться. Все. Я думала, это уже какой-то дизайн. Еще пока нет. Барная стойка. Это вот погрузочная часть. Да. Да? То есть раньше, когда на это предприятие привозили какие-то материалы, завозили в грузовые ворота, и вот здесь на погрузчике поднимали. Здесь все просто такое аутентичное. Да. Вау, слушай, На этом круто. кране поднимали
вот, то есть он выезжает в центр, доезжает до грузовых ворот, которые находятся в том конце пространства, вот, и на вот этих крюках поднимает, ну, собственно, там любые какие-то палеты, деревяшки, металл и так далее. Дальше весь вот этот материал выгружается сюда, и по этим рельсам, да, здесь были такие специальные ролики для того, чтобы это все не тащить, ну и по этим роликам они загоняли это все уже на этажи. Поэтому все эти наши любимые бревна мы поднимали также с помощью этого крана. Кран мостовой. Да, так что вот Все серьезно, слушай, у вас. здесь да. прям, да. Мы сейчас зайдем конкретно в наше помещение. Мы как бы зашли с конца. Ух ты. Ну, вот это наш основной такой. Грязный цех. Там находятся грузовые ворота. Небольшой склад материала нашего, который лежит там. То есть здесь стоит вся нужная нам техника, на которой обрабатывается сам материал. Такие классные лампы. Где вы их купили? Заводе нашли. Нашли? На На помойке, старом по-моему. заводе. Ух С ты. мусора выкопали. Там столько всего вообще выбросили. Круто, слушай. Да. А ты, получается, их еще апгрейдил, да? Мы их, да, почистили, покрасили. Они были алюминиевые, простые, понятные, жесткие. А лампа какая-то необычная? Лампа обычная, А. пока что обычная. А из чего формируется стоимость изделия? Самое первое – это стоимость материала. Да. То есть в зависимости от того, какой массив, какой толщины, какой длины, это уже влияет сильно на цену самого материала. Второй очень большой составляющей в цене – это работа, это время, то есть там насколько это сложно, насколько это долго, да, человека час. Добавляется туда, ну, операционные расходы, сколько дней ты работаешь над одним изделием, соответственно, в любом случае производственные расходы должны это покрывать. Ну, третий момент – это сложность работы, то есть там, если, допустим, у нас эпоксидная заливка, то такую толщину залить одним разом нельзя, соответственно, это несколько дней человек над одним и тем же столом работает, плюс сложность соединений. То есть миллион факторов есть, да, то есть там углы, под какими углами все это склеивается, чем покрывается, факторов очень много. Поэтому, когда наши заказчики пытаются от нас получить цену через 15 минут, это невозможно, потому что, во-первых, чтобы сказать точную цену, надо все продумать изначально, то есть там, как это ты будешь делать, а потом все это очень тщательно посчитать. Чтобы не было так, ты сказал одну цену, сделал, потом сказал, о нет, ребята, надо подороже. Мы так не работаем. Ну да, часто приходится профессионалы. чертежи клиентов перерабатывать в собственные, то есть делать инженерный чертеж, чтобы понять, как ты будешь делать. И уже исходя из этой информации можно как-то высчитать себестоимость. Поэтому это тот самый минус вот и производства под заказ. Начальника включаю, когда что-то идет не по плану. Но мне кажется, что всегда что-то идет не по плану. Да, это абсолютно невозможно что-то предугадать и сделать все так, как ты представляешь, поэтому всегда возникают какие-то факапы, но ничего страшного, они делают тебя сильнее.
У нас не постановочная съемка. Так, Оля, ты из Якутска, но ты не саха. Да, я по национальности кореянка. Но вообще такой человек мира, потому что я никогда не ощущаю ни национальность, ни какого-то происхождения. И муж у тебя по национальности? Армянин. Армянин. Да, у нас У вас очень жгучая... интернациональная У нас семья. интернациональная связь. Вот. Но, в принципе, я понимаю, что корейцы отчасти очень ментально похожи на армян. Ух ты. В плане того, что это тоже такая патриархальная нация, да, где мужчина никогда не лежит на диване, он всегда чем-то занят, всегда занят каким-то бизнесом, там, вот. А женщина, она если работает, то, в принципе, для творчества. Так, давай с самого начала. Как вы пришли к дереву? Почему дерево, кстати? Ты знаешь, появилось очень много идей, чего можно классного делать, и, собственно, эти идеи я продала нечаянно совершенно. То есть так мы получили наших первых клиентов. То есть первый клиент был у нас департамент транспорта. Там, да, на тот момент работала моя знакомая, которая занимается развитием велодвижения в России. Она организовывала большое там какое-то мероприятие, причем мероприятие конкурс. И в составе жюри была Яна Чурикова, Капков, который, собственно, привел в порядок парк Горького. И нужно было сделать для них какие-то подарки. И они заказали у нас деревянные велополки. Это был наш первый заказ. Это была такая ответственность, поскольку мы оба перфекционисты, с нас сошло 7 потов. Ну, с меня они сходили просто морально, потому что я понимала, боже, зачем мы в это ввязались. В Вае все это стекало с него в физическом плане, потому что он это все работал. Ну, мы поняли, что раз у нас есть такой заказ, мы должны просто снять какое-то определенное помещение для этого. Мы сняли помещение, наши первые 50 квадратов. Для нас это было вот, потому что заполнить его было нечем. Мы туда радостно зашли с одним молоточком, шуруповертом. Вот. А нам было страшно безумно, потому что мы не понимали вообще, во что мы ввязались, и вообще вот как-то мы себя сильно не рекламировали, но какие-то люди нам доверились. А это определенная ответственность. Мы изготовили эти полки, все было очень история. Всем понравилось. Да, всем понравилось. Все начали вас рекомендовать. Да, потому что там один из ведущих на Москва-24, он как-то это все сразу, он ее сразу повесил, сразу разместил в Инстаграме, отметил нас, то есть это, ну, человек, который занимается медиа, он понимает, как работать, да, с фотоматериалами, поэтому было очень приятно. Здорово, очень круто. Я тебе могу сказать, что за 3 года мы практически не потратили ни рубля на продвижение. То есть все наше продвижение это какое-то сарафанное радио. Оля, это же вот сейчас, мне кажется, это очень конкурентная ниша. Вот практически в каждом модном заведении мебель из велов. Это очень хорошо, потому что когда мы начинали, у нас были только, причем начинали мы не 15 лет назад, да, как я уже сказала, 3 года назад. И этого было очень мало. Ты можешь работать с одним и тем же материалом, но у тебя на выходе получается разный продукт, вообще с разной эстетикой, с разной вот какой-то внешним видом, дизайном и так далее. То есть мы как бы с одной стороны находимся все на одной поляне, но с другой стороны мы создаем абсолютно разные продукты на разную аудиторию. Поэтому это хорошо, что есть мастерские, да, которые тоже удовлетворяют вот этот спрос. Да? Чтобы мы там друг друга рассматривали в качестве конкурентов, ну, у каждой все сами с усами. Да? Когда мы участвуем в выставке, мы там привезли изделия из бетона, и на тот момент никто с этим материалом еще не работал, и для всех это был вау. В твоей жизни были бизнес-тренинги? Нет, в моей жизни не было бизнес-тренингов. А тренинги личностного роста? Никаких вообще. И даже вот каких-то тренингов для женщин, упаси Господи, не было психологов. То есть я много общаюсь с психологами, причем с кандидатами наук, скажем так. Что вас объединяет? Ну, просто моя бывшая
начальница, она была как раз очень Из продвинутым этой сферы, да? из этой сферы, и она, как один из самых адекватных психологов по образованию, мне сказала, что всем психологам нужен психолог. Да. Вот, и что к этому надо относиться с юмором. Просто она мне показала определенную систему и связку, вот, как хорошо жить, да, то есть не надо делить свою жизнь на какие-то сегменты. Люди делят: это моя карьера, это моя личная жизнь, это мое здоровье, а это мой там лайфстайл, это мои развлечения. То есть это все очень переплетено. И ты должен быть гармоничным в каждом сегменте. То есть если ты не здоров и убиваешься там за карьеру, это обязательно где-то тебе отрикошетит. Я думаю, что наше поколение, оно уже, извиняюсь, проперлась этой идеей, да, и нам хочется не заработать все деньги мира, да, а быть просто счастливыми и вот какими-то успешными, ну, в своем вот сегменте. Я думаю, что к этому надо стремиться, когда ты сбалансированный в отношениях, когда ты сбалансированный в карьере, когда тебя ты это здоровый. получается, Оля? Я стараюсь следовать этому. Я поняла, что деньги там как ресурс, как богатство, это не главное, да, там тоже материнство и сидеть дома, это тоже, наверное, не панацея, да, то есть важно вот развиваться, ну, как-то согласно вообще духу времени и так далее. Слушай, ну я смотрю на тебя, ты вся такая в дзене. Вот не скажешь, что предприниматель. Вот обычно предприниматели всегда в стрессе. Но я по своему опыту сужу. Я всегда в стрессе. Я всегда в стрессе. Стресс — это то, что идет за мной шлейфом. А ты больше ленивая или дисциплинированная? Я очень дисциплинирована, я ни разу никуда не опаздываю. Если у меня не срабатывают будильники, я обязательно проснусь за 5 минут до того времени, насколько я его завела. Да? Но это определенной степени тревожность, такая внутренняя, но она, видимо, не лечится. Поэтому полного дзена я не достигаю никогда. Как за 3 года я ни разу не была в отпуске. Начнем с этого. Ну, то есть мы не можем физически, у нас нет выходных. Прям мой следующий вопрос прочитала. Да, у нас нету отпусков, то есть мы нигде не тусим, не куражимся и редко встречаемся со своими друзьями. Поэтому, ну, все для того, чтобы поставить на рельсы это дело. Инвесторов у нас нету вообще, то есть все, чего мы добились за 3 года, это собственным потом и кровью. Ну и ограничениями во всех смыслах, да? Надо через все пройти, надо на все грабли наступить, надо все ошибки совершить, да? Надо пройти вот опыт найма людей, да? И вообще сформулировать просто для себя и для своего бизнеса определенные модели поведенческие, там, формальные и так далее. Поэтому ты не можешь сразу замахиваться на какой-то вау, иначе больно падать. А еще и долги. Ну, то есть... Понятно. Степ-бай-степ. Степ-бай-степ, да. Ты сам должен быть готов к этому, да, потому что, ну, вот за то, как бы оно свое все заработает. Ты никому ничего не должен, никому ничего не обязан. А были моменты такого отчаяния? То есть... Часто. То есть... Отчаяние. Но здоровья не хватает. Очень много нервных клеток, и здоровье уходит в это, потому что ты этим занимаешься сам вручную. Это вредное производство. И вообще людей в санаторий отправляют раз там в полгода или в год, да. Вот, в санаторий мы еще не ездили ни разу, но уже, я чувствую, пора начинать закупать путевки. Но если серьезно, то отчаяние, оно бывает такое еще, ну, просто от усталости. Ты начинаешь немножко выгорать, ты начинаешь немножко терять вот эту вот творческую волну, ты начинаешь забывать о каких-то своих идеях, да, и у тебя просто вот рутина. Да. Но всегда важно, ну, тогда тебе нужно просто сменить обстановку. Вот что тебя в эти моменты мотивирует? Какая мысль тебя греет? Вот ради чего ты продолжаешь все это? Ну, меня мотивирует, во-первых... В самые тяжелые моменты. Какие-то вот какое-то вот доброе словцо, да, когда мне звонит, вот клиент звонит и говорит:
Вот в день рождения одна девушка заказала себе стол. И мы убились, за короткое время его сделали, нам ничего уже не хотелось в этой жизни самим, но стол мы ей привезли за 3-9 земель, она получила свой стол, и у нее был день рождения, то есть у нее собрались гости, а стол еще ехал, большой такой, бетонный, тяжелый, и когда затащили этот стол, все, она мне позвонила через 3 часа, я думаю, ну все, капец. Опять что-то ей не опять понравилось. факап какой-то. Ну вот, а эти факапы, они на каждом шагу. Нормально. Причем не всегда зависит от тебя и от качества твоей работы. И она мне звонит, а там шумно, да, и она говорит: Оля, я звоню, вот мы сейчас все сидим за столом, я отмечаю свой день рождения, я сейчас включила громкую связь, я хочу вас просто поблагодарить, это самый лучший подарок. Ну, понятно, что человек мне заплатил за это деньги, но эмоционально это отдача. И я присела, ну слава богу. То есть вот когда ты получаешь вот какой-то вот не то что оценку, это не благодарность, да, я же не меценат, я не дарю это никому. То есть, ну вот оценку твоей деятельности, такую вот очень искреннюю, адекватную, вот это заставляет тебя встать, закатать рукава и идти дальше работать. Оля, а как ваши отношения с Ваей поменялись после того, как вы начали работать вместе? Да, они стали крепче. Ну, во-первых, ты всегда знаешь, кто чем занят, да, то есть у тебя не возникает каких-то вопросов лишних. Ты горишь одним делом, это объединяет. Это безусловная проверка вообще каких-либо отношений, да. Мы уже готовимся стать родителями через там каких-то 4 месяца. Вот, поэтому я вижу себя очень... Ну, я никак свою активность не снижаю. Да? А сколько вы вместе лет? С Ваей 7. 7 лет. Круто, слушай. Поздравляю! Это долго. Ну, достаточно долго, да, но при этом ты все равно в отношениях проходишь определенные стадии, там, взросления, да, там, понимания и так далее, и все не всегда там супер гладко и так далее, плюс там, ну, может быть, какая-то разная ментальность, разное там восприятие, разное воспитание. Например, в армянских семьях, да, не принято там знакомить свою семью там с первой попавшейся девушкой, да, и поэтому долгое время мы не знали там семей друг друга, да, и это наталкивало на определенную такую мысль, что, ну, вообще, к чему это? Может, несерьезно все Может это? быть, да, несерьезно все это, но потом, вот сейчас, конечно, мы уже как одна семья, да, она, может быть, там не зарегистрирована, где-то нет штампов в паспорте, но я к этому абсолютно философски отношусь, и более того, даже как-то сама этот процесс немножко торможу. Вот, да, потому что я воспитывалась более в такой вот какой-то свободной атмосфере, да, то есть абсолютное там доверие и так далее со стороны там моих родителей. Слушай, ну ты же сталкиваешься со стереотипом в обществе, то, что как ты не замужем, там и прочее, прочее. Как ты с этим справляешься? Как ты отвечаешь Не, ну, на этот вопрос? Вот щекотливый? единственное, кто грузит, это, наверное, наши родители, а когда вы там поженитесь, когда будут внуки и так далее, вот все остальные люди нас все равно воспринимают уже как-то в едином ключе, да, и они даже и не знают, в каком, ну, какой у нас там Статус. на самом деле, да, там статус. Ой, ребят, все, мы тут замерзли прямо и заканчиваем. Так, и напоследок, Оля, 3 совета начинающим предпринимателям. Ну, если вы уже стали предпринимателями, то, пожалуйста, никогда в минуты отчаяния не сдавайтесь. Продолжайте вести своего курса. Идите по той дороге, которую вы протаптываете. Не надо ничего бросать, психовать и так далее. Надо просто, может быть, сменить просто ракурс восприятия. Второй момент. Всегда ставьте выше планку. Прям поднимайте ее, да, окружайте себя какими-то правильными вещами, которые вас вдохновляют. Ну, то есть без нее, без вдохновения, ну, невозможно никогда. Может быть, какие-то приятные знакомства, это какие-то поездки, да, то есть все, что вам доступно. И третье, всегда, если вы предприниматель,
старайтесь все держать в порядке. Ну как, мысли, документы, коммуникации. Всегда очень правильно взаимодействуйте с людьми, потому что эффект бумеранга. Как я сказала, расставайтесь хорошо, на входе с людьми встречайтесь хорошо, да? То есть старайтесь не подводить ни себя, ни других людей. Всё. О, спасибо, Оля. Такая вдохновляющая девушка. Я была очень рада, и я, ура, попала прям в эту твою рубрику, которая тебя мне не очень быстрее. нравится. Да. Спасибо. Ладно, все, всем пока, ребят.